Как нам известно, в последнее время в Азербайджане происходят очень неординарные события, которые за последние 20 лет не были свойственны для азербайджанской действительности. Еще год назад в Кубинском районе произошли известные события, когда в ответ на эти события я написал одну статью, там указал, что эти события могут быть предвестником своеобразной бакинской весны для Азербайджана. То, что сейчас происходит, можно оценивать как продолжение именно этих кубинских событий. Все эти события, конечно, связаны с проводимой политикой властей в Азербайджане. Многие наблюдатели давно уже предсказывали, что такая авторитарная, порой даже тоталитарная политика азербайджанских властей может привести к тому, что в Азербайджане тоже начнутся известные события, которые происходят до сих пор в арабском мире. По своему географическому положению Азербайджан как-то замыкает так называемый Большой Ближний Восток. Поэтому и по географии, и по духу эти районы очень близки друг к другу. То, что сейчас происходит, допустим, в Исмаилинском районе были известные события, потом в поддержке этих событий в Баку произошла известная акция, а сейчас уже буквально сегодня информационное агентство передают, что в Закаталском районе, и Мишлинском районе, еще в нескольких других районах назревают такие же события, которые произошли недавно в Исмаиле. Эти события дают нам основание говорить о том, что на самом деле эти не какие-то локальные события, это имеет свою внутреннюю логику, которые на самом деле могут привести к началу очень бурных событий, своеобразной бакинской весны. Насколько в этих событиях может сыграть роль так называемая системная оппозиция? Я давно над этой темой работаю, пишу об этом. Я убежден, что в Азербайджане есть видимость оппозиции, так называемая системная оппозиция, которая там представляется в лице нескольких оппозиционных партий. Это партия Мусавват, партия Народного фронта и другие. Они не имеют никакой реальной силы. Вот самые свои крупные мероприятия эти партии вместе могут собирать где-то около 200 человек. Это доказывает, что эти партии только создают видимость и не имеют никакой реальную силу, чтобы как-то возглавить эти события. Насколько я понимаю, в Азербайджане все эти события произойдут без участия, без руководства этой оппозиции. То есть народные массы, как и во многих арабских государствах, сами выйдут на улицы, и все это может привести к большому хаосу. Может ли правительство добиться стабильности в стране или нет? Тоже большой вопрос. Так как ведет себя правительство сегодня в Азербайджане, то есть власти выбрали путь грубого подавления народного протеста самыми изощренными способами, невзирая ни в какие человеческие права, свободы своих граждан. Просто силовым путем они хотят подавить этот гнев. Это дает нам основание полагать, что вряд ли властям удастся добиться стабильности в год выборов президента. Я могу сказать еще больше. Я даже уверен, что вряд ли даже эти выборы состоятся. Дело не дойдут до этих выборов. До выборов президента в октябре месяце в Азербайджане ожидаются очень большие акции, очень большие протестные акции, которые пригрозят стране большого хаоса. Какие силы могут идти впереди этих акций, еще неизвестно. Еще никто не может точно сказать, кто может стоять во главе этих акций. Скорее всего,
судя по арабским событиям, в ходе этих акций, самих акций, могут выйти в арену какие-то силы, и они будут возглавлять все эти движения. В Азербайджане, да и не только в Азербайджане, некоторые видят руку какой-то третьей силы, внешней силы в этих событиях. Они вот по своей привычке то обвиняют Россию, то какие-то европейские страны, то Иран, а больше всего Армении, что якобы они поджигают. Роль так поджигателя играет в этих событиях. Но, конечно, во время таких массовых народных протестных движений всегда находятся заинтересованные и внешние, и внутренние силы, которые сыграют катализатором в этих процессах. Но основную причину надо искать в самом Азербайджане, в проводимой политикой в республике. Та политика, которая проводится в течение 20 лет, она должна была привести к таким результатам. Я думаю, что все эти события приведут к тому, что клан Алиевых должен будет уйти из власти Азербайджана. В таком случае возникает вопрос, а что будет с Азербайджаном? Даже в этом случае у меня есть очень такие большие подозрения, что смогут ли вообще эти ведущие силы в Азербайджане сохранить самого государства Азербайджан. Это тоже небольшой секрет, что события так разворачиваются, что они могут привести к большому хаосу, о чем я уже говорил. Это может привести к тому, что сама судьба государственности Азербайджана может быть поставлена под вопросом. Как будут развиваться в дальнейшем события, мы, конечно, наблюдаем за всеми этими событиями, анализируем их, пишем аналитические материалы. Я думаю, что в дальнейшем у нас будет возможность проинформировать ваших читателей.